Всем привет, дорогие друзья! Мы находимся в центре Азии. Сейчас мы едем на священную гору Бура. Для этого нам придется добраться до Шагонара. Потом через переправу мы доберемся до подножия этой горы. Мы решили отправиться в это увлекательное путешествие командой из 7 человек. И прежде чем покорить гору, нужно было основательно набить рюкзаки не только техникой, но и провизией. Мы уже закупились самыми необходимыми продуктами для выживания. И итого у нас вышло 2982 рубля 82 копейки. Специально для нашего путешествия мы арендовали «Газель» с водителем. Он доставит нас из Кызыла в город Шагонар и обратно. Приехали в Шагонар. Тут прикольно, кстати. Скоро поднимемся на гору. Только купим молочка, хлебушка и поедем. Бура находится в получасе езды от Шагонара. Прежде чем подойти к подножию горы, нужно доехать до переправы на Енисее. Когда мы ехали, у нас бензин закончился. Пришлось обратно на заправку ехать. А вот дорога здесь оказалась не для слабаков. И нас ожидало еще одно испытание. Я не знаю, что сказать. Все говорят что-то сделать, но я лично с таким не сталкивался, потому что у меня нет машины и я не знаю, что делать. Слава богу, проезжающие мимо добрые люди знали, что нужно делать, и мы снова на колесах. Бура, жди. Друзья, мы проехали Шагонар и теперь переправляемся через переправу на пароме. И мы уже совсем близко к священной горе. Всего 10 минут через Енисей, и мы становимся ближе к цели. Для желающих переправиться паром бесплатный, работает с утра и до вечера. Сойдя на берег, первым делом пополняем влажные запасы. У нас кончилась вода, поэтому давай, братан, воду сюда. Оп. До начала нашего пешего маршрута осталось проехать еще примерно 11 километров. Гора находится на северо-западе над Улухемской котловиной и считается одной из 9 священных гор Тувы. А вот и лагерь, где мы сегодня останемся ночевать. Восхождение запланировано на следующее утро, а пока поставим палатки и немного здесь обустроимся. По тувинской традиции жители Улухемского Кажуна встречают своих гостей хлебом и солью, обязательно чай с молоком и другие явства. Похоже, это будет самая таинственная ночь. Для приготовления самого музыкантского ловчу нам понадобится кусок. Мы уже порезали лучок, лук и морковь должны быть в количестве 1 к 1. Самое главное, режем мясо. Мясо у нас чуть-чуть воняет, но это нормально. Никогда не резайте вот так, вы останетесь без пальцев. Нож идет по этому суставу. Напали! Че снимаешь? Ну что ж, друзья, самое время положить наше блюдо на костер. Нам нужна огромная ложка. У нас большой выбор поварешек. Выберем. Хрен с ним, давайте вот это. Все ставим на костер. Главное, руки не обжечь. Так, рис добавляем по особому правилу. Надо покрыть все мясо. То, что снизу там будет выходить пар, насыщать. Вот и наш долгожданный, самый вкусный мужиковский плов готов. Мощный, сочный. Правда, чуть-чуть снизу подгорел, но ничего страшного. Сегодня мы готовили в экстремальных условиях рецепт вкусного плова, самого мужского, нажористого. Так что ждите новый выпуск уже скоро. Наверное, будет где-то на озере. Доброе утро всем, друзья! Наконец-то мы проснулись и отправились в путь на эту священную гору Бура. Так что наблюдаем за нами и смотрим. Поехали!
Бура – одна из самых загадочных гор Тувы. Высота 2300 метров. Обитель Ноева ковчега, окутанная таинственными легендами. По тувинскому преданию, именно здесь нашел свое спасение человеческий род после Великого потопа. И сегодня мы узнаем, какие еще секреты покоятся в этом горном массиве. Мы еще не поднялись на гору. Вы жалеете о своем поступке или нет? Нет, я очень бодр. Кстати, название горы с тувинского переводится как верблюд. Своими очертаниями Бура действительно напоминает лежащего верблюда. Это знаете как? Это в Кызыле вот есть гора Дуге. Это, наверное, где-то гора Дуге. А мы у подножия горы, где автостоянка просто. Вот, друзья, у нас первые потери. Сумка стала тяжелее и пришлось оставить куртку. Если вам тяжело самостоятельно осилить подъем, то можно арендовать лошадь у местных, а мы покоряли высоту сами. Нам предстоит подниматься почти 9 километров вверх. По пути делаем короткие остановки, ведь невозможно пройти мимо такой красоты. Природа здесь удивляет на каждом шагу. Восходить на эту гору имеют право только мужчины. Женщинам сюда вход строго воспрещен. И это тоже неспроста. Как говорят, женщина на корабле – это к беде. Так вот, тувинцы верят, что женщина на священной горе – залог плохой погоды и природных катаклизмов. Поэтому все девочки должны остаться на берегу. Ходишь и каждые 10 секунд останавливаешься и отдыхаешь. Кислород наполняет легкие. Вообще реальный кайф. На вершине хребта нас встречает широкий сосновый и кедровый лес с раскидистыми деревьями. Здесь растет множество лечебных трав, редких растений, занесенных в Красную книгу. Расчетное время нашего подъема было всего 4 часа. На деле оказалось 7. Мы взяли с собой кучу техники и провизию. За плечами каждого минимум по 10 килограмм. Да и места здесь слишком красивые, чтобы не полюбоваться. Мы прошли самый сложный путь. В клубе отдыхать это одно, а в природе это вообще другое. Борис, у меня к тебе такой вопрос. Давай. Ну, ты как бы такой занятой человек и приехал в тайгу. Ну, как в тайгу? Ну, на природу отдыхать. Как ты вот себя чувствуешь без интернета, без всяких звонков, там, без городской суматохи? Прекрасно. Да здесь куда ни глянь, сплошная открытка. Но нет, такого нельзя пропустить мимо камеры. Каждый год на вершине Буры проходит ее освещение. Ламы вместе с местными жителями проводят церемонию на самом пике горы. Люди задабривают духов, чтобы был достаток и здоровье в каждой семье. Ну что, друзья, мы уже поднялись на самую вершину горы Бура. И у нас есть камень, который мы 2 года назад забрали вот внизу.
И этот камень путешествовал вместе с нами, являясь талисманом команды. В Туве существуют священные насыпи, которые называются Ова, что в переводе с тувинского означает груда камней на возвышенном месте. Здесь совершается религиозный обряд в честь духа горы. Следуя философии Ова, человек должен поднять с подножия камень и принести его сюда на вершину. А наш каменный друг возвращается на свое законное место спустя 2 года. Есть еще один потрясающий факт об этом месте. Легенда гласит, что именно где-то здесь находится так называемый Ноев ковчег, в котором люди давным-давно спаслись от наводнения. Гора Бура – это своего рода тувинский Арарат. И еще не так давно тувинцы уверяли, что на вершине Буры лежит железный плот, вернее плот, который скреплен железом. Мой отец рассказывал, что он якобы тоже, его дед рассказывал, что он видел там какую-то конструкцию, что это на самом деле железный плот, это часть железного плота, что остальная часть ушла под землю. И на сегодняшний день эти страсти тоже не утихают. Есть такие горячие сердца, которые и по сей день ходят, ищут этот железный плот. Но насколько это правда, я не знаю, но в это хотелось бы верить. Говорят, что были даже очевидцы, которые своими глазами видели массив бревен, связанный тяжелыми железными креплениями. Наверное, лет 10 назад плот виден был весь, а теперь частью ушел в мох и горный торфяник. Если у вас живет дух авантюризма, или вы никто иной, как Индиана Джонс, то вам обязательно стоит сюда приехать. Поросло не поросло мхом, кто его знает. Вдруг повезет. Увидеть остатки ковчега, наверное, будет для любого человека настоящим событием. Но даже если артефакт вы не обнаружите, побывать здесь стоит ради вот этой красоты. С этой вершины вся средняя Урянхайская котловина видна как на ладони. Бесконечные просторы захватывают дух. Здесь хочется дышать полной грудью. Здесь ты свободен.